Ассаламу алейкум, братья и сестры, с вами Коча ТВ, и я знаю, как можно спасти Иззата Омона, нашего мусульманского брата, таджикского правозащитника. И сейчас вы меня спросите: Коча, а как же это сделать? Нам поможет огромный общественный резонанс. Вы только вспомните, ранее МВД Таджикистана не хотело нам сообщать, что с ним и где он находится. Но благодаря тому, что блогеры не молчали, благодаря тому, что люди не молчали, им пришлось выйти и сказать, где он находится и что с ним. Опять же, да, я остаюсь на своем. Я считаю, что дело против него тупо сфабриковано из-за того, что он критиковал таджикское посольство, из-за того, что они бездействовали, а он выполнял за них их же работу. И если вы помните, ранее я создал петицию, которую адресовал посольству Таджикистана. И данную петицию подписало уже почти что 30 тысяч человек. И они это прекрасно видят. И именно из-за этого они не могут сейчас сделать что-либо плохое в отношении Иззата Омона, потому что люди смотрят, люди видят, и посадить его, понятное дело, просто так теперь уже не получится. И если мы будем развивать эту тему, им придется понять, что они проиграли, и просто отпустить человека, да. И давайте я вам сейчас продемонстрирую ту самую петицию, и потом расскажу, что же еще я придумал. Я, ютуб-блогер Коча ТВ Михаил Нигматов, призываю посольство Таджикистана перепроверить дело таджикского правозащитника Иззата Омона, так как я и многие неравнодушные люди считают, что дело против него сфабриковано. Человек больше 20 лет жил на территории Российской Федерации и являлся гражданином Российской Федерации. С трудом верится, что свое гражданство он получил незаконным способом, то есть все это время власти молчали и только сейчас решили отобрать у него гражданство и вернуть на родину. Мы хотим, чтобы Иззата Омона, гражданина Российской Федерации, вернули в Россию. И, разумеется, данную петицию я составил на 3 языках, чтобы все ее поняли: на таджикском и английском. Поэтому, братья и сестры, пожалуйста, не поленитесь и подписывайте данную петицию. И, разумеется, ссылочку на эту петицию вы найдете в первом закрепленном комментарии и в описании. Ну и теперь давайте перейдем к самому главному. Что же я еще придумал? Так вот, наверняка некоторые из вас помнят дело Ивана Голунова, которого точно так же хотели посадить, которого просто-напросто подставили. И что же сделали люди? Они не молчали. Они стали создавать огромный общественный резонанс. Они точно так же собирали подписи. Они создали вот такую вот картинку «Я-мы Иван Голунов». И я совсем недавно, вспоминая данный инцидент, потому что я тоже участвовал в этой истории с Иваном Голуновым, не прошел мимо, и всеми силами мы смогли сделать все возможное, чтобы человека освободили. И сейчас нужно сделать абсолютно все то же самое, что мы делали в отношении Ивана Голунова. И помимо петиции, я вот создал вот такую вот картинку «Я-мы Иззат Омон», и попрошу каждого из вас поставить себе данную картинку на аватарку. Ведь, опять же, чем больше людей поставят вот эту картинку, чем больше шанс, что многие люди будут узнавать о данном инциденте, об этой несправедливости, соответственно, общественный резонанс будет еще больше, и власти Таджикистана, и власти России поймут, что они облажались, и нужно отпускать этого человека, потому что я до сих пор остаюсь на своем мнении, что Иззат Омон не виновен, и дело против него тупо сфабриковано. И, разумеется, ссылочку на данную картинку я оставлю в описании, можете скачать с Яндекс.Диска, я даже вам в конце приложу видеоролик, как правильно установить к себе данную картинку на аватарку. Поэтому, братья и сестры, пожалуйста, не проходите мимо. Также призываю эти картинки поставить в других социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассники и так далее. И обязательно распространяйте данный видеоролик. Ну а с вами был Коча ТВ. Всем спасибо, пока-пока. Мы обязательно добьемся того, чтобы Иззата Омона освободили. Мы Иззат Омон.